Так, ну что. Пробный эфирчик. Снимаю с телефона. Похоже, тут стабилизация не работает, так что такое дерганое все. Дерганое. Сегодня у нас воскресенье. Время сейчас Якутска, 11 часов 30 минут. Пол-12. Ну и что хорошо, то что люди спят и машин мало. Вот, смотрите, петуха поставили. Гонщики есть, гонять. Так, что у нас? Царская охота. Здесь стендап Алиса Дударева. 23-24 апреля. Еда. Вот. Короче, тут проводятся вот эти вот всякие клаб вечеринки. Также тут есть вот какие-то семейные вечеринки или что там, утренники проводят здесь. Это мы вышли с вами на улицу Дзержинского. Да, надо убирать, однако, да, смотрите. Все растаяло, снег растаял, вот это все, что за зиму накидано, ну все. Стало видно. Кстати, вон тот дом, вон там домик есть. Такой долгострой, его начали делать еще зимой. Что-то смотрю, облицовка уже. Ух ты, сверхгонщик. Так, магазин «Своя копейка». Фикс прайс здесь есть. Что, зайдем? Как вы думаете? Кто там? Может, кто подключится. Хотя сейчас, в принципе, еще рановато. Сколько там в центральной части? Еще все спят. Сейчас там 5:30 утра. Так, зайдем. Мы открылись. Открылся. Так, здесь булки продают. Всякие. 99,79. Что-то дороговато, по-моему. Покупать за 100 рублей булочку одну. Смысла нету. Фикс прайс. Что-то только нету. Всякие штуки. Для чего хочешь. Краска для волос 180 рублей. Продаются шампуни разные. Так. Поищу готовые очки. Точно готовые очки. Что они стоят? 435 рублей. Это куда такие оградки? На дачу. О, смотрите. Мухомор. Мухоморы продают. Они светятся. Представляете, можно насажать у себя на участке мухоморов. Прикольно, да? Всякие штуки. Фонарики есть. Фонарики. Сумки. Вот эти вот, куда их? Поддон для обуви. Кстати, интересно, да? Сколько он стоит? Чтобы этот мусор, грязь, сейчас как раз весна, актуально, не разносилась. Такие какие-то.
Найти такую швабра. Где-то цены тут. Ой, что-то кашпо. Что-то. Так. Зубная паста. Всякая химия. Вешалки. Вот что, замок на этот. Ой, не схватит. Я не знаю, как положу. Замок на велосипед. Чуть ключица. Ключи вешать. Крючки. Мочалки продают. Мочалки. Куча мочалок. Так. Ну, сами видите, его пакеты есть, кстати. 150 литров, сколько он стоит. Вот такой, кстати, пойдет запаковывать багаж, чтобы этот трещинку, тут удобнее, кстати. 217 рублей. Дорого. Тут их 10 мешков. Это на один чемодан, 2 пакета. Вот смотрите, намного хватит. Это 120 литров. Ну, это маловато будет. Это сколько? 240 литров. Но это большого-то, по-моему. Вот хватает вот таких вот, чтобы чемодан большой засунуть. Так, еда. Еда не дешевая. Еда не дешевая. Сок литр 205 рублей. Обалдеть можно. Какой-то полусок 109 рублей. А такой чувство. Томатный 350 рублей. Ой, боже мой, что дорого. Чипсы 58 рублей. Такие вот. Всякие чашки, стаканы. Чашки. Где-то тут были эти. А вот эти. Двойные, типа термос, стакан. И где-то такие чашки были еще. А вот, тоже двойные. Долго тепло держит. Типа. Так, ладно. Интересно, вот тут батарейки продают. 10 штук солевых, 180 рублей. Эти алкалиновые подороже, конечно. Вот такие есть наборы. Сразу их тут набор целый разных калибров. 109 рублей. Так, вот тут даже терминалы самообслуживания появились. Типа можно самому отбить себе. Так, ну тут вот ночная копейка, но туда не. Сейчас быстро бегу, зайду. Сберовский. Так, алкоголь еще закрыт, потому что в 2 часа открывается только. Так, а тут что у нас? Сникерс. Картофель. О, 49 рублей. Можно взять большой 79. Так, а тут что? Ну, я на обратном пути, наверное, возьму конфетки какие-то.
борт. 89 рублей. 69. Ричи. Вискас. Вискас. Так, ладно. Выходим. Че, 10 минут я уже стримлю. Так, там еще второй этаж есть, но я туда не пойду, там промтовары. Так. Выходим как раз на улицу у Дзержинского. Вот так вот сейчас она выглядит в воскресенье. Погода сегодня какая-то облачность непонятная. Мясной двор. Ой, сегодня же праздник, День Республики. Саха вот с флагами ездят республики. Что, всех поздравляю. Завтра, кстати, выходной день. Так, ладно. Завтра вот еще едут, смотрите. Завтра, кстати, выходной день. Республиканского подчинения, у них выходной день. Школы, муниципальные учреждения и так далее. Федеральные они работают. Аврора, Алина Парикмахерская. Аврора. Что за Аврора? Торговый центр. Вот она сейчас, вот такая вот улица Дзержинского. Она идет в аэропорт и так далее. Там можно аж за Датцик уехать в ту сторону. Так, вот здесь вот если сюда повернуть, тут тоже много всяких магазинов. Кстати, зайти в этот... Почем сейчас молоко-то у нас? Молоко же жутко подорожало, да? Вот тут скид, колбасы есть. Тут тоже какой-то колбасный магазин. С этой стороны продают здесь товары. Фрукты вот там. С 2 до 8 в Якутске работают алкомагазины. Так что еще рановато ограничили граждан в покупке. Да, сегодня что-то тут вообще невозможно. Трэш какой-то. Прага. Да, что-то вот это здание его отремонтировали, однако точно, да, как-то раскрасили. Было по-другому выглядел, он был просто какой-то светлой краской покрашено. Все это дело тут. Инкотрейд. Пока еще не все тут высохло, поэтому лыжи. Но машин сегодня что-то все люди пошли закупаться. А здесь фрукты. Листобар. Так этот. Слушайте, убрали, что ли? Тут Прага была. И сделали магазин. Так вот. Гормол завод якутский. Тут вот магазинчик у них фирменный. Тут можно молочку купить за недорого. Сейчас я чат почитаю. Посмотрим просто цены. Вот тут они поставили этот кофемейкер, машинку. Здесь
таких пачках продают. Я хочу 130 рублей, 2,5, 143,2. Это вот в тетрапаке. 165 рублей, молоко 4% жирности. Да. Мороженое. Почем мороженое? 474 рубля килограмм. Вот. Так, блин. Вот тут попали все 75 рублей. Это что, йогурт? Молоко 79. Вот таких вот 79. Ага. Сметана 182. Ряженка 68, да? Так, это что, кефир? Кефир литр 120 рублей. Вот тут самые дешевые цены. Тут продают в этом пакетах полиэтиленовых. Получается 77 рублей. Так, и что у нас? Масло 250 рублей. 250 рублей. Кефир 80. Вот оно. Так, ладненько. Выходим с этой гуделки-тарахтелки. Тут они попутно еще чем-то торгуют. Кстати, сок 300 рублей. Моя семья 2 литра. Почти 2 литра. Выходим. Выходим. Продается варенье. Пол-литра 500 рублей. Что-то дороговато. Ой. Пол-литра 500 рублей. Жирненько. Это можно брусники, сколько, я не знаю, ведро там стоит 2500, да? И тут хлебокомбинат тоже есть, не буду. Кстати, тут как-то оформили они по-новому. Повесили, смотрите. Ну да, оформили. Красивее стало. Тут было все минималистски. Повесили вот эти вот над окнами. Такие вот штуки от солнца. И вот этот вот дом, его расписали. Инкотрейд. Поставили тут зону для этих куриманов, что ли, а этих нету, или просто сидеть. Маркет. Инкотрейд. Так. Что за инкотрейд? Магазин, смотрите. Магазин. Я туда не буду находить. Вот, почему тут много машин, потому что одноразовая посуда. Смотрите. Всякая посуда. Ну понятно, да, вот здесь вот это продается. Перчатки, шпагат, скотч, резинки для денег. Нормально, да? У кого столько денег есть? Туалетная бумага, кстати, по 16 рублей. Тут недорогая. Салфетки. А вот пленка есть. Пленка. И чемоданы можно мотать. Большой, 160 рублей. Рулон. 239. 350. Особо прочная. Вот, наверное, вот такую брать на чемодан. И тут намного хватит. Просто возите потом палку с собой. Неудобно. Поэтому лучше пакеты брать большие.
трубочки. Всякие стаканчики. Так, ладно, выходим. Да, чемоданами, пакетами большими. Оба, выхожу, все. Вот что тут, оказывается, сделали. Они, кстати, смотрите, что сделали. Они оголили фасад от старой шпаклевки. И вот так, как сейчас модно, вот этот кирпич, они его сделали видным. Прикольно, да? Ковер. Ну и здесь вот так вот все. Инфильтрует. Зоны для курения. Ну, да. Нормально постарались. Можно тут подойти. Даже посмотреть. Видали, да? То есть тут вот это вот, смотрите, это старое сохранилось, да? Шпаклевка, вот такой слой был. Зачистили, вот оставили кирпичи вот так, как сейчас модно. Стиль лофт, да? А там на шпаклевке дорисовали кирпичи. Ну, прикольно. Мне нравится. Вот дом. Вот этот здесь. Это Дзержинского, сворот, тут где молококомбинат. Вот здесь вот. Так, наверное, я туда не пойду. Сейчас мы немножко еще с вами погуляем. Вот это вот. А то я его не узнал. Короче, не узнал, он его зачистили. Ну да. Сделали такой вид модный. Мясо. Говядина, свинина, курица, сыр. Продают такая. А я туда-то не пройду, слушайте. Точно не пройду. Как мне туда пройти? Вот так как-то, да? Тут люди ходят, значит, можно и как-то пройти. Так. Вот так, наверное, я пройду, да? Я хочу вот туда выйти. Сейчас посмотрим тут. Что-то кто-то себе, смотрите, сделал такую зону. Загородил. Так, а как пройти-то, господи? Старые пеньки еще вылазят потихоньку. Так, ну давай идем вот так вот с вами. Осторожненько. Там я слышу, где-то уже собаки гавкают, что ли. Лишь бы на меня только не напали. Ну тут еще вот эти вот старые. Ну, кто-то ковер повесил сушиться. После зимы стирал, видать. Старые домики вот эти. Тут они запрятаны, их особо и не видно. Но тут строят вот такие вот шикарные здания. Современное. Это, смотрите, оно уже куда-то перекосило его на бок. А это вот хорошее. Стоит на возвышении. Я что-то боюсь тут ходить-то. Так. Сейчас на меня кто-нибудь нападет. Блин, а я пройду, нет? Вон там собака, блин. Ё-моё. Что-то жутко. Слушайте. Меня сейчас закусают тут. Даже собаки на людей нападают. Капец. Просто какой-то. Так. Ой, куда я зашел? Так, как мне выйти отсюда? Это какой-то, я не знаю, райончик. Ой-ой-ой. No comment. Звери какие-то. А весь этот, смотрите, жилой. Туда этот вниз пошел дом-то под землю. Тут люди живут, а он может только стоит. Зоны у них тут такие, вон
Вон тут морковку садят, видать. Ой, боже милостивый. Там люди какие-то стоят. Ой, блин, надо уходить, короче. Зато антенны спутникового телевидения. Тут на этих домах. Блин, так, дорога тут еще та самая. О, кошка бежит. Рыжая. Рыжий бес. Так, ладно. Что-то не знал я даже, что такой будет трешак. Не пошел бы. Нафиг. Жить охота еще. Так, вышли на дорогу. Вот дорога здесь есть. Вот она. Вот, кстати, еще брусовый дом. Вот этот брусовый, точно будет бруса. Ну, тут, короче, есть мне где строить новые суперздания высокие в Якутске. Вот, практически центр. Все это тут поликвидировать. Так, что пишите-то? Давайте. Как чат этот. Так, что-то нажал не то. Чат. Добро пожаловать. Привет, стрелец. Это какой магазин? Но это я заходил, вначале был своя копейка, да? Артем Шлепенсон. Привет. Чито за город. Якутск. Собачка, я тебя вижу прямо сейчас в окне. Привет. Это город Якутск, да. Разруха. Так, тут вот, как бы, вот смотрите, у нас город-то облагораживается, он же древний, ему знаете сколько? 400 лет будет. Что вы хотите? Тут дома еще эти вот эти вот, они где-то, наверное, 60-х, 50-х годов постройки. Ну и как бы, кто смог, уже переселился, конечно. Часть людей, которым не по карману современное жилье, они вот здесь. Кстати, смотрите, верба. Вербочка. Лучше в светофор. О, пес. Ну что тебе, пес, надо? От меня шарахается здесь. Ну, ладно, пойдем. Не будем ему глаза мозолить. Хотя он мирный с виду. Ну тут вот здание построили, а дорог-то еще, в общем-то, и нету. То есть здания и дороги нету. Вот дорогу просто вот так вот отсыпали вот этим гравием, да? О, домин строят. Домин. Так, это мы вышли. Ой, блин, засиделся я. Короче, сегодня решил выйти пройтись по городу. Вот, вам показать заодно. Проверить, идет или не идет стрим. Вот. Как идет. Погулять заодно. Легкие расправить. А то сидение вот это вот зимнее, тяжело, конечно, сидеть. Надо гулять, где-то ходить. Но вот сейчас возможно. Зимой-то не погуляешь, холод. Я раньше стримил, так, ё-моё, минус 50 даже, но недолго на меня хватило. Потом у меня бронхит открылся, вот этот кашель. Сейчас что-то нос заложен. Никак не могу победить. Так, Туймада нефть. Что у нас? 27.04. 60. Сколько? 84,50. 98. 95. 73,80. 92. 70,50. ДТ 93 рубля. Вот такие цены. Сегодня на 27.04.2025 года.
Ну, я думаю, вот еще месяц и все вот это высохнет. Или может даже раньше. Ой, тут дырка, смотрите, можно провалиться. Провалиться. Надо выйти здесь, не умудриться. Кстати, не вижу, сколько заряд с флагом. Самара, торговый центр. Можно, в принципе, вот так идти, если можно дойти до аэропорта, туда зайти, там погулять. Самолетов оттуда не видно сейчас. Раньше-то была возможность смотреть, а сейчас они все там ничего не видно. Только если когда в эту уже зону досмотра прошел, когда там накопители уже непосредственно перед посадкой, там самолеты видно, а так ничего не видно. Ничего не видно. Ничего не видно. Но все равно там есть, по-моему, какой-то мини-музей, там вот эти вот макеты самолетов представлены. Вкратце история авиации республики. Новые вот автобусы вот такие вот красные, сверху газ там, такие высокие, там за ручку верхнюю аж не ухватишься. Не ухватишься. Так, что там пишите? А ты сам приезжий, просто слышал, что местные редко болеют типа моржи и прочее. Ну как местные редко болеют? Ну я тут родился, вырос, и тут все местные, считайте. Поэтому мучаемся вот с этими болячками. Ну, я всю жизнь, а мне говорят, и когда я маленьким был, тоже вот это ОРЗ, все, простудный, бронхит, вот это все было. Раньше как было, там мамы-то сидели не по 3 года с ребенком, не по 1,5, а, по-моему, полгода и выходили уже якутский комбинат, 80 лет. Вот это стройматериалы, строительных материалов и конструкций. Раньше полгода, по-моему, и все, мамы выходили уже на работу, и нас таскали, вот, соответственно, в ясли. Были ясли, не детсад, а ясли сначала. Там совсем маленьких туда таскали. Потом проедет. Сейчас проедет. Потом рассказывали, что у нас мелких совсем, когда, ну, родителям надо было куда-то пойти, таскали к какой-то бабке, которая там собирала всех там детишек, ага, кому надо было. И там они у нее, мы, значит, под присмотром находились. Вот. Ясли, потом садик, вот таким образом. И все время что-то помню, что это вот холод этот. Холод. Он мучил. Все время мучил. Холод. Да. Тут еще вот райончик. Деревяшечки. Деревяшечки тут не снесли. Тут вот все посносили. А там дальше посносили, а здесь еще осталось. Куда они все едут? Вот новые дома построены по улице Дзержинского. А эти еще... Ну тут еще живут, кстати. А вот
здесь дальше, там снесли несколько зданий. Но еще много я вам показал, где тут можно сносить. Вот они, новые строения, жилые дома. Куча целая. Смотрите, улица уже пыльная. Машины тут суточно ездят. Круглосуточно. Так, на чем я там остановился-то? Да, ну как местные? Местные тоже разные есть. Некоторые тяжело тоже, некоторые выезжают отсюда на юг, съездят, и там больше нравится климат. Ну, тут, понимаете, в чем дело? Климат остро-континентальный, понимаете, да? Остро-континентальный. Вот, смотрите, садик еще какой-то древний стоит. Садик. Люди, когда почувствуют, да, знаете, съездишь когда-то там в Таиланд, куда-нибудь край, посмотришь, как там тепло они, что они там не мучаются зимой, ходят свободно. Многим сразу мысль такая, а почему не переехать? Переезжают даже местные. Местные как бы больше, наверное, в город стремятся все-таки. В город, в цивилизацию, поэтому в Якутске численность населения очень сильно выросла. Сейчас выше 350 тысяч с пригородами проживает. То есть это преимущественно с района Кулусов. Ну, кому охота жить, не знаю, в деревне, там, глухой, там 300-400 человек жителей, там толком медицины ничего нету, понимаете, да, заболеешь, ничего там. Ну, сейчас уже не те времена, поэтому съезжаются люди в город, ну, Якутск, Нерюнгой, Мирный, ну, либо в райцентре, где более-менее еще все нормально, как бы. А мелкие деревни, они, в общем-то, сейчас там жители живут, ну, в тяжелых условиях уже, конечно. Надо всю инфраструктуру поддерживать. Вот тут, смотрите, построили тоже домины какие. Продажа квартир. Там телефона есть. Это тут как раз напротив китайского рынка. Значит, вон туда светофор. Ну, я не пойду. Вот это улица авиационная. Да, авиационная. И вот по ней, если туда идти, там много магазинов всяких промтоварных, одежды недорого продают. И светофор. Светофор что-то говорили закрыть. Что-то там доезжали на них. Еще работает бабка Якутия. Тут делают якутскую водку. У них тут магазин фирменный. Ну, кроме водки там настойки делают. Напитки газированные, безалкогольные. Альфа-мебель. Мебельный центр открыли. Вот этот домик, вот тут сарай, вот этот до сих пор стоит, что-то его обделали. Да. Вот. С флагами. Так, до остановки мы дошли. Вот, практически сейчас я, наверное, пойду в рынок китайский, столичный покажу. Тут уже сразу что-то продают. Ножи. Вот прямо на остановке торговли. Люди с пакетами уже что-то набрали. Вот здесь вот Ростикс KFC. Бывший вот он. Ростикс. Вышел, думаю, может, чуть нос надо пройтись, а то сидел.
разложит. Замучился вообще. Вот прямо тут вам продают трикотаж, штаны, майки. Недорого шапки. Недорого кепки. О, прямо на газопроводе вывесили какие-то сорочки женские, майки, футболки по 500 рублей, рубахи, какие модные рубахи. Так. Вот. Так. Ой. А что тут не сделают, кстати, в этом месте? Что-то, смотрите, какой лужа гигантская. Какая гигантская лужа. Машин-то у нас много. Надо что-то постоянно с дороги. Вечная мерзлота разрушается довольно быстро, поэтому надо делать. Так, что-то по 100 рублей продают. Носочки сразу. Кафе «Восточная европейская кухня» Беш-Бармак с 8 до 9. Вот рынок столичный у нас. 9:00, 19:00. Режим работы без перерыва и выходных. Вот он какой красавчик. Тут у них парковочка такая вот. И здесь уже начинают продавать. Много-много всего, что вы тут хотите. Что хотите. Ну, что с китайцами можно поторговаться. Они скидывают цены. В принципе. Ну так и надо. Как? Это же рынок, вот смотрите. И вот это вот все, вот это вот рынки. Ой, бедный, заехал, выехать не может. Так, что-то мне жарко уже стало. Смотрите, великов. Сколько вот этих всяких китайских. Тапочки, мячики. Всякие обувь, носки. Все то, что вам нужно. Самокаты детские. Самокаты детские. Велосипедов куча. Ну, оно такое все, конечно. Распродажа. Вот видите, 300-200 рублей. Все, что хотите. Вон сапоги резиновые. Пожалуйста. Цветы. Искусственно. Куча целая. Вот. Вся правда вам. Вся правда. Куда эти цветы? Это же, подождите. По-моему, родительский день будет. Родительский день можно здесь купить. Вот это вот. Сколько здесь всего? 50 рублей, это один цветок. Вот тут шашлык делают, дровишки, смотрите. Шашлычок пожарят вам. Шашлык, свинина 350 рублей. Это за 100 грамм, да, салатики. Это корейская капуста, беляши. Выпечка сколько? Пирожки по 80, чебурек 130. 130. Сосиска 100. Поза 130. Гамбургер 150. Манты 100, 150. Горячие манты 100 рублей. Что за одну манту, что ли? Компот, брусничный морс, чай, кофе. Вот. Ну и, короче, вот тут вот эти еще большие здания такие. Тут можно посидеть, кстати.
Вот, видите, да? Зона. Посидеть, отдохнуть. Тут вот эти вот корпуса, и в них продают кучу всякого китайского добра, товаров. Вон их там 4 здания, и там еще здания, короче, вообще. А, вот смотрите, какие штуки тут продают. Это мотороллер с прицепом. Китай. Видали, да? Вам это на даче где-нибудь ездить, да? Там больше есть вариант. На двоих есть, что ли, на двоих точно. По одного, а здесь на двоих можно, двоим даже ехать. Кузов, видали, да, какой? Вот. Что хотите, куда они продают. Это что, мотороллер? О, мотороллеры такие вот есть, прикольные. Или мопеды, как их называют. Вот тут что-то собирают они, покачивают шины. Ну, брать китайский велосипед, я не знаю, конечно. Ну вот с рынка. Они, понятно, что делают все китайские, но есть же какие-то такие дешевые. Там, не знаю, с чего вот это все сделано. Может, качество плохое деталей, поэтому где-нибудь поедете, он у вас рассыпется, какая-нибудь втулка прямо под вами. Зона игровая. Так, ну и что? В принципе, все. Здесь им видео, дискаунтер. Ладно, все, обратно я пошел. Вон сейчас по тому переходу пройду. Видите, да, единственный в городе надземный переход. На подземных у нас нет. Что вечная мерзлота, и подземных переходов нет. Баннеры повесили 80 или 80 победа, 80 лет победы, ага, исполнилось 45-го года. Так, все, залазим наверх, чтобы перейти эту дорогу. Помыли они тут, нет? Тут этого. О, слушайте, ладненько, все, у меня 2% заряд. 2% заряд, все, прощаемся. Могу ли цены показать там на продукты? Ну, потом в следующий раз мороженое еще и даже в минус 50. Да. Ладненько, у меня все, батарея села, поэтому я прекращаю. 2% пауэрбанка нету. Ладно, все, всем пока. Приятно было для вас постримить. Заходите на канал, подписывайтесь, ставьте лайки.